Так, ну что, очередной день. Я добрался до ремня, как он, серпантин белт, тайминг белт. Вот, сейчас меняю. Снял натяжитель, 2 ролика. Вот, сейчас будем менять, ставить новые. Потому что по утрам машина свистит. Вот, скорее всего, ролики надо менять. Ну, в любом случае, надо ролики менять и ремень. Вот этот ремень уже видно, что он староватый. Вот, а чё, машина на продаже уже недели 2, наверное, даже больше. Изначально цену я поставил 5900, но это вообще нереальная цена для такой машины, для такого состояния, такого года. Ну, на всякий случай я как бы ставлю с высоты, мало ли продастся. Вот, сейчас я уже опустил до 5000, там, 4999. Вот, и все равно, как бы, желающих... Вообще, эта машина, походу, вообще нерелевантна, потому что у Круза там очень большие просмотры были. Не то, чтобы много писали, но много было просмотров той машины. У этой просмотров вообще, у Dodge Journey, они вообще не ценятся. Очень дешевые, если посмотреть, реально очень дешевые. И на самом деле я сейчас понимаю, если я за 4500 ее продам, будет офигенно, если за 4500. За 5 будет вообще классно, но 4500 это плюс 1500 будет. Она мне в 3 вышла. Вот, я еще продолжаю ей заниматься, но там уже вложения, если все нормально будет, никаких. Поэтому даже плюс 1500 будет классно. Машина вот вообще не стоит ничего. 4500, если будет, продастся, будет классно. И то я что-то сомневаюсь, что за 4500 даже. Ну ладно, нормально. Так, ну что, ремень поставил, все отлично. Вот я начал заниматься следующей проблемой. Вот эта крышка, короче, вот это она вся, вот целиком вот эта штука, она протекала. Я сейчас чуть-чуть силом попробовал открутить, и вот она сломалась. Вот. Ну ничего, в принципе, ее все равно надо было менять. Я посмотрел, на Амазоне всего $10 эта штука стоит. Поэтому сегодня просто я без машины буду. Вот, и завтра придет новая крышка. Отлично. Решил проблему с утечкой антифриза. Он там на минимуме стоит. Поэтому ничего страшного. Тут еще новые лодки подъехали. Вон, лодку доставали здесь. Как бы там осталось. В лодке он подохла. Хищная, зубастая. Эй, там опарыши. Сейчас я столкнулся с интересным видом скама. В общем, я выложил эту машину на маркетплейсе в Фейсбуке, и мне пишет чувак: вот, ля-ля-ля, когда можно машину посмотреть, вот, там, типа, завтра можно ли будет посмотреть, я окей. Вот, потом он меня спрашивает, типа, сделай, пожалуйста, репорт твоего вин номера машины, то есть он хочет получить репорт. Я такой, ну, типа, как бы, если ты хочешь проверить машину, делай это сам, зачем я должен это проверять, как бы, вот, и у меня немножко недоумение. Он говорит, вот, типа, я, короче, ладно, я зашел на этот сайт, просто посмотреть, который он мне скинул, вин-репорт, и репорт стоит $35. Это очень дорого, $35 за репорт, ну, это какое-то сумасшествие. Что по просьбе какого-то чувака, якобы, ну, покупателя, да, потенциального, делать репорт. Сейчас мне каждый так покупатель будет писать, сделай мне, пожалуйста, репорт. Вот, я такой, я ему говорю, давай, ну, во-первых, у меня сейчас денег реально нету, чтобы $35 на эту херню тратить. Тем более у меня есть репорт с моего вот этого сервиса, через который я брал эту машину. Там есть репорт, там входит в эти услуги, то есть он тоже оплаченный, платный, но его он не устраивает. Он говорит, давай сделай его там вот. Вот как он как пьяный, короче, не понимает. Я ему объясняю, давай вот так вот. Он говорит, нет, давай репорт там. И что-то у меня потом мысль, что-то он как-то слишком навязчиво мне этот сайт предлагает. Почему я должен делать его именно там за $35? И вот до меня теперь только дошло, что это скам. Ну,
99,9%, ну, вообще 100% это скам. Ну, потому что, блядь, ну что за ебанутство? Ты хочешь купить машину и просишь покупателя делать, чтобы он сделал платный репорт за $35 на каком-то сайте. Во-первых, это очень дорого, $35. Ладно бы там, ну, там $2, как на обычных сайтах, репорт стоит там $2. 2-3, ну, в пределах 5, а тут 35. Вот поэтому вот всегда интересно, вот сталкиваешься с такими видами скама. Это, конечно, вообще чудо просто. Вот. Чудо-чудо. Вот, и не сразу поймешь, ты вначале как бы... Поэтому я говорю, продавать машину это очень сложно. Много нервиков будет. Вот скам пишет, потом всякие долбоебы пишут. Потом приезжают, говорят, что вот в понедельник приедем, купим машину. В итоге пропадают. Ну, в общем, просто надо на это забить, короче. Вот она, объявление висит, и пусть висит. Там просто понижаешь цену, кто-то доклюнет, короче. Вот такие вот дела. Ну вот, будьте бдительны на будущее, если вас кто-то просит, вот так, если вы продаете машину в США, и кто-то просит там через платный сервис сделать ВИН, что вот он такой вот покупатель, он мне объяснял, что вот он один раз обжегся, и вот и он не хочет, чтобы его больше так обманывали, вот ему надо именно там сделать. Я ему отправил этот PDF-формат в PDF-формате на его почту. Ну, короче, вообще там так к делу нормально люди подходят, диалог ведут, так объясняют что-то. Нормально. Seated. Так, очередной день, сегодня 9 ноября. Пришла эта крышка, поменял я эту штуку. Всё, это вообще рассыпалось уже, пластиковая. Поставил, все нормально. Ничего лить не должно. Всё нормально. Ремень стоит нормально, крутится, вертится. Вот чуваки застряли. Да, нифига, тут машинка закопалась нормально, ребят. А прилив-то? Последние дни ветер был с океана. Да, и нагнал воду, соответственно. Вот такие происшествия тут происходят. Но я не знаю, как они так... Их не выгнали с пляжа до того, как вода пришла, я не понимаю. Прикол, короче, тут приехал эвакуатор, хотел вытащить эту машину, в итоге сам застрял. И теперь этот эвакуатор эвакуирует. Вытащил он второй. Так, что, очередной день, я под машиной. Наконец-то опять руки дошли до заглушки ЕГР. Вот, открутил наконец-то датчик своими руками. Мучился минут 5. Все, ты тут? Не, вот так вот можешь для страховки. Вот так вот. Опа, все. I'm gonna do that. Да. Вот, и сейчас будем вкручивать эту заглушку. Нормально. Я уже думал, все, не получится. Она как резко сорвалась, дернула. Я думал, сломалась сама головка. Не, нормально. Но ее тут нормально так пожевало все равно. Сегодня 13 ноября, 8 часов утра. Гуляем с Эльдаркой. Во Флориде погода прекрасная. С утра уже показывает 23, 24, 25. Идеальное лето. Началось наконец-то. Прям никуда не охота уезжать. Сейчас Флорида вот это прекрасное время, хотя сезон ураганов еще не закончен. И судя по новостям, что-то там намечается в Карибском бассейне.
с треком на Флориду. Потом посмотрим, что там придет. Неохота, конечно, вообще никаких ураганов больше. Такой большой, я так small. Только сму? Ой, вообще там высоко-высоко. Go now. I'll go down. Иди наверх еще, Дака, поднимайся, I зай. feel scared. Ничего не скажет, давай. Еще выше давай. Давай еще выше. I'm stuck here. Oh, there. I'm not stuck. Таська тут на крыше. Мамка тут. Дака. А там бомжа выкуривают. Стоп. Типичная дайтоновская история. Кого-то... Это погиб. Нет там. Так, очередной день, 14 октября. Ой, ноября. Вот, я наконец-то дошел до замены жидкости в коробке передач. Вот. Что удивительно, опять это, конечно, очередной американец. И у поддона коробки нету сливной пробки. То есть ты откручиваешь, вот я открутил там болты, эти два оставил, чтобы крышка там не упала, но она не упадет. Там все сидит на герметике, короче, я маленькую отвертку туда немножко поддел, немножко вбил, чтобы масло начало стекать. Вот, потому что капец, все через задницу здесь. Но это герметик, я не знаю, когда масло последний раз меняли, пока я не могу так посмотреть на вид. Вроде, ну, не черное, такое красноватое, темно-красноватое, как обычно. Вот. Но судя по герметику и по болтам, ощущение, что это вообще давным-давно не делали. Может, вообще не делали никогда. Просто странно, что это все на герметике сидит. Оно так и должно быть, или не знаю. Потому что вот я купил фильтр в коробку, и там вот просто вот такая прокладочка стоит. Вот такая прокладочка. Не герметик. Так, ну что, снял поддон. Вот здесь магнит, который притягивает всю стружку металлическую. Нифига себе, магнит вообще полный. Охренеть. Офигеть. Фу-фу-фу-фу. Вот это вся стружка металлическая. Обалдеть. Нормально он так. Но не знаю, меняли ли когда-нибудь здесь масло. Мне кажется, что нет. Как вы думаете, я не знаю. Просто, судя по этой стружке, я не специалист, не эксперт по коробкам, автоматам, но мне кажется, здесь вообще не меняли. Но масло не такое черное, как бы. Я бы не сказал, что оно черное. Оно, наверное, это же не масло в двигателе, правильно? Оно не должно быть такое сильно черное. Здесь магнитик вот есть, он все притягивает к себе, весь шлак вот этот вот, всю эту фигню. Ой, вот сейчас фильтр сниму. Течет, там еще стекает немножко. Фильтр поменяем. Но, надеюсь, проблемы с коробкой уйдут. Напомню, что у коробки она по городу вроде как бы нормально едет все, да, до 50 миль в час. Но выше, короче, когда это четырехступенчатая коробка автомат, и вот на 4-й передаче на трассе она начинает дергаться. Нажимаешь газ, она прям, ну, не дает как бы прям разогнаться нормально. Она дергаться сильно начинает. Вот, так что вот в этом есть проблема. Сейчас попробую, я сделаю замену. Это будет не полная замена, это будет частичная замена. Вот сейчас я поставлю новый фильтр, залью новое масло. В идеале надо еще проездить какое-то время, там, ну, может, 1000 миль еще проехать, и потом снова опять это все, сделать эту процедуру, поменять. Вот. Это было бы в идеале. Надеюсь, сейчас вот поменяю, уже будет результат. Так, ну что, залил? Ой, залил, говорю. Фильтр поставил, крышку закрутил. Слилось ровно 4,5 квотера. Вот. И у меня как раз масло ровно 4,5 квотера. Вот, нужно вот эту АТФ плюс 4, вот именно такую нужно покупать.
Вот черти же, а она в 2 раза дороже, чем обычные АТФ-ки. Ну ладно уж, что. Вот, сейчас буду заливать через щуп. Вон у меня узенькая вороночка есть. Будем заливать. Так, ну что, после замены масла в коробке, сейчас надо разогнаться где-то до 70 хотя бы, чтобы понять, как там на 4-й передаче. Медленно, конечно, разгоняется, но в целом нормально. Без пинков, без тычков. Вроде все помогло. 4-й едет нормально. Конечно, тут места мало и медленно разгоняется машина, непонятно. Но в целом, да, такого не было. Были толчки, пинки, сейчас нормально стало. Что, 15 ноября. Все такой ветерок прохладный с севера. А все офигенно вообще. Жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Закаты. И Дайтона крутое место. Все-таки офигенном месте живем. Уже не ценишь это, но понимаешь иногда в такие моменты, что здесь очень круто. Ну что, очередной день. Я также с доджиком. Покупателей не находится. За такую цену даже никто не пишет. Ну, хрен с ним. Не в этом суть. В общем, проблема так и не отпала. Проблема заключалась в том, что на последней передаче машина, когда нажимаешь газ, начинает дергаться. Если она набрала ход, там едет нормально. Но вот когда начинаешь, там хочешь на обгон пойти, и это именно вот все происходит на последней передаче. На всех остальных передачах она едет нормально. И в целом по городу она едет офигенно. Потому что здесь скорость, ну, в городе максимум там 50, там редко до 60 даже скорость не доходит. А вот эта проблема вот прям начинается, она уже уже к 70 милям в час. Вот, то есть на трассе. На трассе ехать, конечно, не совсем комфортно с этим. И в общем, в чем может быть проблема? Я загуглил, проблем может быть масса из-за этого. Просто почему это происходит именно на последней передаче? Вот в чем вопрос. То есть много вопросов в коробке, естественно. Почему на последней? Если была бы проблема там с зажиганием или там вот со свечами, с чем там еще, с топливной системой, то, мне кажется, эта проблема была бы на любой скорости, на любой передаче. Так, ну что, выкрутил свечи, вот в каком они состоянии. Они все в шоколаде. Одну почистил я, вот все остальные. Вот эту 4-ю я вообще еле-еле выкрутил ее. Там уже настолько все. Вон, ржавчина, короче, там вода, что ли, туда попадала. Вон, видна ржавчина. Я еле-еле выкрутил. По избе прям тяжело шла. И все вот в таком состоянии. Они стопудово оригинальные. Уже лет 13 им. Вот там в канальце. Видно что-нибудь, нет. Ну, короче, тяжело шла. Это стопудово надо менять. Тем более, я уже заказал с Амазона. Всего $13 вот этот комплект стоит, 4 свечи. Вот. И как хорошо, когда 4-цилиндровый мотор. Конечно, в плане мощности это не очень хорошо. Но сравнивая с V6 на моей Тойоте, на Авалоне, вот просто вот так вот взять и выкрутить свечи там не получится, потому что тут одни свечи, один ряд из 3 свечей здесь, и один ряд из 3 свечей вот здесь вот. И там, короче, места практически нету. Надо вот снимать вот эту вот тему. Там, короче, воздуховод надо снимать. В общем, чтобы просто поменять свечи, там очень большая работа нужно сделать. А здесь все в доступе, хорошо, просто кайф. Это 5 минут, на самом деле, свечи поменять. Вот, ну,
Завтра поменяем свечи и, надеюсь, проблема эта уйдет. Потому что вид этих свечей такой, что, блин, как это вообще работало. Вот они, видно, уже истертые, там сам большое пространство между ними. Don't we take that? There's my cup. Что там нарисовали? Идако? И така. Это я вот там. Нет, это такая вот. Ой, и теперь мне нужно делать кое-что. Этот Айтька? Ага. И мне нужно еще подарки. Wait, stocking. Давай. Да. Ю. 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 Давай. Давай. Ю. 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 С крылом раненого. Стерветник. Доброе утро. Сегодня... Доброе утро, говорю. Сегодня 22 ноября. Вот сегодня первый такой холодный день. Утром было 7 градусов. Но мы живем на лодке же. И возле воды гораздо теплее. Вода все равно не опускается ниже атмосферы. Вот, а сейчас вот северный ветер пришел. И прям холод такой. Потом ветер сильный и холодно. Днем будет где-то, ну, днем так солнышко прогревает, конечно. Но ночью вот уже такие холода. Потом опять нормализуется, все будет опять тепло. Ильдарка в куртофане ходит. Вон. Так, замена свечей зажигания произошла. Сейчас я выезжаю на трассу, разгоняюсь, и это момент истины. Момент истины. Так, уже 60 скорость. Все отлично. Никаких толчков, рывков, потери мощности нету. Все, иду на обгон, там фуры. 70, 72. Все, отлично. Вот и решилась проблема. Все было... Проблема была со свечами. С первого раза попал, получается. Потому что вариантов, почему так машина ехала, было множество. Почему именно на 4-й передаче, почему на последней именно. Больших. Все, вот я сейчас отпускаю газ. Нажимаю опять снова газ. Оп, пошло. Отлично. Отлично, все. Слава богу. Все хорошо. А сейчас еду на Junkyard. Наконец-то поеду. И возьму кое-что. То, что мне не хватает. Я уже, по-моему, снимал, что мне нужно вот так в салоне. Вот эта держалка для козырька.
Что мне еще надо? Мне еще надо вот эти вот брызгалки, короче, найти. Там они с корнем, там оторванные от шлангов. Нужна вот здесь вот резиновая прокладка. И антенну надо. Антенну надо найти. Так что пойдем. Так, ну что, я зашел внутрь. Вот здесь есть 4 Dodge Journey, даже есть Black. Вот сейчас на Black и пойдем. Black, Blue, Other and Black. Даже 2 Black. Окей, хорошо. Вот, A25, Space 7. Пойдем искать. Так, вот здесь Доджик. И тут второй рядом. Он такой синеватый. Здесь черный. Здесь немножко антенна, правда, другая. Вот. А здесь вообще нету. То есть с антенной не получится тут. Зато вот эта вот штука есть. И вот здесь вот подлокотник целый. У меня он здесь вот с этой... с трещиной большой. Вот, так что сниму подлокотник еще. Вот этот вот. Ну и резинка, естественно, тут есть. Все, ее надо будет отковырять, если получится нормально. Они все оторваны здесь. Ёкарный бабай. Видимо, пластик настолько херовый. И здесь, и тут оторвано. На той машине тоже оторваны эти штуки. Так что придется, походу, с Амазона их заказывать. Здесь вон тоже видно. Вот тут оторванная какая-то, сломанная. Короче, не вариант. Здесь прям кто-то заморочился нормально. Такой дисплей поставил, Пионер. Сюда вот выдвинул клавиши все. То есть это отдельно тоже покупалось все. Там потому что пространство внутри там для всякого барахла. Здесь вот прикольно. Вся комплектация такая же, как у меня. Здесь даже автосвета нету тоже. Так. Эта штука легко отходит вообще без проблем. Потом я на герметик просто посажу и все. Мне осталась только антенна. Вот еще один Dodge Journey. Вот здесь она тоже обсосанная. Но вот здесь рядом стоит Dodge Avenger. И вот здесь вот она, по-моему, одинаковая. Одинаковая антенка. Сейчас ее снимем, примерим. Да, она одинаковая, вон даже видно. Отлично. Эти машины на этой синенькой наконец-то нашел эти брызгалки целые. Сейчас будем снимать. Вот, если бы я еще машину под себя делал бы, я бы еще бы эти диски бы взял бы. И тут еще резина хорошая притом. Да, нормально. Да, все 4 колеса притом в сборе. Все есть. И все в целом. Резинку взял, все, что надо, нашел. Да, еще чуть про подлокотник не забыл. Сейчас вот тут открутить. 4 самореза и все. Все про все у меня вышло $12 всего. Сейчас буду менять эту антенку. Так что все отлично вообще. Все просто замечательно. Да, и антенка встает тоже хорошо. Кстати, вру, антенна не подходит чуть-чуть. Вон резьба разная. У которую я взял, у нее резьба вон более широкая. У этой более узкая. Нифига не засранцы делают ведь, а? Подлокотник поменял. Вот это новенький. Новенький, старенький. А вот этот, который был. Вот здесь трещина. Я ее попытался замазать, короче, специальную штуку купил для кожи. Ремонт кожи, но не получилось у меня, короче, это сделать. Так вот, цена вопроса, блин, $10, грубо говоря. И крутой подлокотник. Как новый. Так, и сейчас проверим, работают ли брызговики. О, отлично, все работает. Круто.